нас в этой системе сидит там, 1 000 000 человек, вот, что у нас каждый 5-й мужчина проходит через места лишения свободы в течение своей жизни, не просто там через какие-нибудь обезьянники и вытрезвители, а через зоны, через колонии, через тюрьмы. Я считаю, что вот не мог не отметить, просто вдруг вспомнил. Правозащитники обычно апеллируют все-таки к разуму людей. Правозащитники не устраивают, ну или, по крайней мере, крайне редко и неумело какие-то шоу, да, то есть мы обычно адресуем свои обращения, месседжи к разуму людей. И, конечно, мы шли на пресс-конференцию для того, чтобы дать людям информацию. Нам каждому там было что сказать в связи с определенной проблемой, которая появилась в Чеченской Республике, в связи с откровенным заявлением главы республики о том, что будут репрессировать членов семей этих боевиков. Хотелось просто сказать, что в республике происходило до этого и как это теперь может видоизмениться катастрофическим совершенно образом после того, как вот такое заявление главой республики было сделано. Потому что на самом деле вот эти бессудные расправы, они в Чечне происходили давно, постоянно и в разных аспектах общественной жизни. То есть вот если, например, говорить о проблеме, которой мы занимаемся, да, комитет против пыток, вот это наша сводная мобильная группа, да, то есть мы там на протяжении ряда лет, ну как минимум с 2009 года, мы там отслеживали ситуации, связанные с похищениями людей, с убийствами людей и все с теми же уничтожениями домовладений. Не нужно думать, что это началось вот 4 декабря 2014 года. У нас несколько таких ситуаций зафиксировано в 2009 году. Причем, что важно подчеркнуть, этих людей, этих так называемых пособников террористов, их никто не устанавливает официально. Этим людям не предъявляется никаких обвинений. Нет никакой процедуры, хотя бы так квазиправовой, какой-то квазизаконной. То есть этих людей просто вот полицейские из определенных подразделений, хорошо известных всем жителям Чеченской Республики, задерживают, и все. И эти люди исчезают. Но перспектив, очевидно, никаких нет. То есть Следственный комитет такие дела расследовать не может. Людей, очевидно, задерживают сотрудники полиции. Люди после этого исчезают. Да, и есть все основания полагать, что люди убиты. У нас Умар Пашаев, вот единственный живой, которого удалось оттуда выдернуть, он 4 месяца просидел в подвале на базе ОМОНа, пристегнутый к трубе, как собака. И кроме него там еще несколько таких людей сидело, которые показания дали. То есть и сам Умар Пашаев, и эти люди подробно рассказали, куда их выводили, как их кормили, как расположены помещения, там, в каком здании на территории этой базы. Все это есть у следствия, все это оформлено как показания в рамках уголовного дела. Никто не привлечен к ответственности. Я хотел говорить о том, что вот эти бессудные расправы